Здравствуйте! В эфире очередной выпуск «Молодежные дебаты». Тема нашей сегодняшней программы «Из села в город. Миграция молодежи». Отток молодежи в основном связан с выездом на учебу в крупные города. Основными участниками миграционных перемещений являются молодые люди от 16 до 35 лет. Является ли учеба единственной причиной миграции молодежи? Об этом мы сегодня хотим поговорить с нашими участниками. Людмилой Кристевой, ученицей 11 класса Молодо-Турецкого лицея имени Сулеймана Демиреля, Дмитрием Гараба, ученик 12 класса лицея имени Дмитрия Карачебана, и Андрей Щевель, студент Камрадского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. А также эксперт нашей сегодняшней программы Вера Гарчу, специалист по внешним связям и туризму муниципия Камрад. Напомню нашим телезрителям, что тема нашей сегодняшней программы «Из села в город. Миграция молодежи». И мы сегодня поговорим с нашими участниками о том, какие причины миграции молодежи и какие условия необходимы для того, чтобы молодежь оставалась у себя в родном селе или городе. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению, мы посмотрим короткий репортаж. Проблема миграции молодежи в современном мире – одна из самых актуальных на сегодняшний день. Основными участниками миграционных перемещений является молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Молодые люди уезжают как и все в ближайшие города, так и за пределы страны. Они считают, что в больших городах есть больше возможностей для образования и заработка. Несмотря на то, что они здесь не остаются, видимо, им не хватает то, чего им платят. Здесь мало работы есть для молодежи, поэтому лучше езжать за границу, там намного больше работы для молодежи. Я считаю, что в селе ты не получишь именно то образование, которое получишь в городе. Там больше возможностей. В городах родители больше всего видят ребенка будущее, чем в селе, потому что в селе после 9 класса здесь никуда нельзя поступить, а в городах можно поступить в университет, в вузы и так далее. Экономическая ситуация в стране считается основным выталкивающим фактором для мигрантов. Бедность, отсутствие условий для занятости и досуга, низкая заработная плата. Особенно в сельской местности молодежь стремится получить образование и жить за границей. Одна из основных проблем – это проблема с досугом. Молодежь – это та категория людей, которая любит веселиться, по вечерам где-нибудь отдыхать, а в селах это огромная проблема. Это одна из причин. Вторая проблема – это вопрос с трудоустройством. Молодежь хочет более-менее как-то зарабатывать, реализовывать себя. Они после 9 класса все массово стали уезжать, наверное, только лишь бы куда-то уехать. В основном у нас раньше уезжали, в основном Тирасполь, Приднестровье, Бендеры, получали там образование, среднее образование и плюс еще специальность. Этим они пользовались как трамплином для получения гражданства в дальнейшем российского. Сегодня созданы лучшие условия для путешествий, перемещений в любую точку мира или смены места жительства. Однако некоторые молодые люди видят перспективу жить и работать у себя на родине. У нас молодежь почему-то дает предпочтение уехать, хотя я не скажу, что где-то за границей тоже ждут с распростертыми руками. Ой, как хорошо, что ты пришел, и мы ждали. Везде трудно, везде сложно самореализоваться, но на родной земле всегда лучше, всегда легче. У нас ребята имеют очень ранний доступ к интернету, и они получают много порой неправильной информации. И у них начинается формироваться мнение, что у нас все плохо, у нас нет образования, что у нас очень плохое государство. И у них уже с такого, скажем, раннего детства, с лет 13-14 начинает вырабатываться, что зачем мне вообще здесь учиться, я все равно уеду за границу, там выучусь, у меня все будет хорошо, и у меня не будет проблем. По статистике, 25% людей уезжают из городской местности и 75% из сельской. За 10 лет из страны уехали около 400 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти. Вот такое мнение наших людей, которых мы опросили на улицах Тамая и Камрата. Вы услышали, что одна часть ребят, которые помладше, они думают, что если они уедут, там лучше образование, лучше жизнь. И многие родители им в этом помогают и наталкивают на то, что нужно уезжать, потому что там будет лучше. Какая-то часть ребят, которые чуть постарше, они уже понимают, видимо, где-то были, учились, и уже понимают, что можно и у нас где-то развиваться, не обязательно куда-то уезжать. А вот как вы считаете,
Вы слышали статистику, что 75% из сел уезжают в города, а из городов другая часть вообще уезжает из Молдовы. Как вы считаете, какая основная причина отъезда, оттока молодежи из сел в города, например? Или вообще куда-то уезжать за границу? Ну, ребят, давайте с вас начнем. Ну, первоначальная причина – это, конечно же, они не могут себя реализовать в какой-то профессии, именно которой они желают. Конечно, у нас здесь есть профессии, но каждый человек, он развивает себя в той профессии, в которой он себя видит. И я считаю то, что недостаток именно этих профессий и заставляет их уезжать из нашей страны. Людмила, вы согласны, что не такое образование или не совсем современная модель преподавания, где-то, может, в других городах как-то по-другому, более по-современному обучают? Или какая причина? Мне кажется, что основной проблемой является то, что, допустим, даже в нашем селе очень мало различных кружков, и ребятам просто негде развиваться. То есть у нас присутствует музыкальная школа, художественная школа и танцы. Кроме этого, нет других каких-то направлений, в которых ребята могли бы себя реализовывать. Я считаю, что основной проблемой является вот это. К тому же в селах, насколько мы знаем, университетов как таковых нет. Соответственно, после окончания школы все едут в города для того, чтобы поступить на любимую профессию и дальше уже работать по своей специальности. Андрей, ваше мнение, как вы считаете? Ну, смотрите, я считаю, что первой причиной это является образование основное, потому что человек заканчивает 9 класс, а как мы знаем, сейчас по реформе системы образования многие лицеи в сельской местности закрылись. У нас по Гагаузии почти большинство лицеев в селах были закрыты, так как не было набора учеников, и молодые люди вынуждены просто после 9 класса уезжать куда-то на учебу, как бы они сильно, возможно, не хотели бы остаться в своем селе у себя дома, и они поступают либо в колледжи, в училище, либо в лицеи уже в городе. То есть на примере Камрата мы это можем очень хорошо видеть. У нас очень большой приток студентов из сельской местности, Гагаузии. Вот, и это является основной причиной. Ну и уже второй причиной, на мой взгляд, является досуг, потому что в селах часто отсутствует какая-либо инфраструктура для молодежи, то есть это спортивные площадки, это какие-то дома творчества и так далее, и так далее. Я скажу, что в Камрате, вот насколько бы многие не ругали, есть все-таки какие-то определенные условия для того, чтобы молодежь могла тут как-то себя развлечь, то есть это и молодежный центр Аксис, это и спортивные площадки, это и дом творчества и так далее. А Людмила назвала в то, что у них в селе есть не так много кружков, но я скажу, что в Гагаузии есть села, где вообще полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. Там есть только школа, церковь, примария и дом культуры. И в котором, да, то есть таких сел большинство. Вот, и молодежи реально действительно абсолютно нечем заняться в своем населенном пункте. Я могу привести пример. Я работаю педагогом в селе Ферапонтьевка, и там вообще отсутствует какая-либо инфраструктура для молодых людей. То есть есть одно футбольное поле, которое заброшенное, и на этом все. То есть там молодым людям вот реально вообще негде заняться. И поэтому они мигрируют, и кроме того, чтобы получить образование и как-то развиваться в какой-то сфере, потому что молодые люди, они всегда амбициозные, чаще всего они хотят в чем-то где-то участвовать, в каком-то социуме, в каких-то кругах, и поэтому они переезжают в более крупные города. А в свою очередь молодежь из таких городов, как Камрат и Чедерлунга и так далее, они переезжают в более крупные города, потому что им кажется, что вот то, что есть в Камрате, этого недостаточно. И как было отмечено в сюжете, они видят в интернете, какие есть развлечения у их сверстников в более крупных городах, и они хотят, вот мы хотим такое же. То есть тут получаются разные ценности. Допустим, ребенок, молодой человек, который приехал из там условного Тамая в Камрат, ему кажется тут вау, круто. А тот, который живет в Камрате, ему кажется, что тут скучно, а вот где-то в Кишиневе лучше. В свою очередь, из Кишинева люди уезжают уже в другие страны, потому что им кажется, что там еще лучше. То есть молодые люди постоянно в поиске места, где лучше всего. Это у молодежи, наверное, такое желание все время куда-то уехать. Дима, а вот что у вас есть в поселке Буджа? Какая инфраструктура? Вот говорят, что есть многие села, у которых вообще ничего нет. Что у вас есть? Что вас привлекает в Буджаке, чтобы...
У нас в Буджаке, конечно же, не так много возможностей, как в городе, но все-таки какие-то возможности присутствуют. Допустим, так получается, Буджак разделен на совхоз и станцию. Вот на станции у нас есть одна секция по боксу. Также можно просто прокачаться. Также там летом ты не можешь заниматься боксом, но зато открываются ряд таких игр, как волейбол, футбол. Имеешь возможность в них поиграть. А ваши сверстники, вот они ходят на эти секции, да? Конечно. То есть используют все, какие возможности есть. Но, конечно, хочется, наверное, большего, да? Хочется, конечно, большего, поэтому они и посещают города. Людмила, как вы считаете, вот человек, даже если уехал за границу, получил хорошее образование, почему у него нет желания, не говорят, желания возвращаться обратно, но это возможность, например, чему-то научиться новому и приехать к себе на родину и передать свой опыт, новые знания. Почему молодежь? Или у нее все-таки есть такая потребность, или нету, как вы считаете? Я считаю, что все зависит от самого человека. То есть, если он является патриотом, то он, я думаю, по-любому захочет вернуться в родной дом, каким-то образом развивать свое село, быть первым человеком, который что-то откроет, который что-то сделает полезное для своего же родного места. А также есть люди, которые не возвращаются. Почему? Потому что для них возможно, больше престижа, возможно, высокооплачиваемую работу предложили и так далее. То есть у каждого человека свои какие-то потребности, которые для него являются важными. И нельзя сказать, что что-то хорошо или что-то плохо, потому что, по моему мнению, абсолютно правильное любое решение. Андрей, вот вы говорили, что вы преподаете. Как педагоги заинтересовывают, может, мотивируют учеников? Это же не так за один день захотел, уехал. Это и от родителей исходит, и от преподавателей. Они же должны как-то, может, о патриотизме говорить. Лучше оставаться у нас тоже можно развиваться. Вот. Знаете, на самом деле, если коль зашла тема о патриотизме, я считаю, что она не должна переходить в какой-то псевдопатриотизм, потому что я понимаю, что если молодой человек, он талантливый, он способный, он может достичь большего, переехав куда-то в другое место, я честно ему прямо скажу, вот тебе реально лучше взять и переехать, ты можешь больше, то есть ты можешь подняться на какую-то более высокую должность. Есть примеры, например, у нас в Гагаузии, когда вот наших людей отсюда брали на высокие должности в Кишиневе. К примеру, как Вадим Чебан, как Александр Стайногл, то есть их отсюда взяли, потому что они могли больше. Также я говорю и молодым людям, особенно те, кто заканчивает 9 класс, и понимаю, что в селе не так много возможностей для развития, я говорю, старайтесь не пропадать. Вот, допустим, есть в Камрате вот такие-то образовательные возможности. Помимо этого вы сможете развиваться и в другом направлении. Потому что я вижу, что ребенок, он талантливый, он способный, у него есть какой-то потенциал. И жалко, чтобы этот потенциал пропал, и хочется его развить. В дальнейшем, если он захочет вернуться на это место, обратно в свое село, пожалуйста, без проблем. Но я их не стараюсь приучивать к тому, что вот вы должны вернуться в свое село, потому что вы должны быть патриотами. А не жалко ли вот этот потенциал, талант, чтобы он уезжал куда-то? Не лучше, чтобы этот потенциал у нас развивался? Да, просто... И у нас развивалась бы в Гагаузии куча талантливых людей у нас есть. Я понимаю, просто я считаю, что каждый должен себя реализовывать там, где ему удобно на самом деле и где он хочет. А пытаться навязать идею человеку, что ты чему-то должен какому-то определенному локальному месту, где ты родился, по сути, это не совсем является правильной догмой. И человек, если захочет, он там вернется. Он даже из-за границы сможет помогать каким-то образом. Есть много примеров меценатов, земляков, которые жертвуют порой больше и делают порой больше, чем жители самого же села, которые на месте. Вот, к примеру, село Авдарма, как хороший пример. В селе Бишалма тоже есть меценаты, которые живут за границей, но жертвуют на развитие родного села. Поэтому совсем не обязательно жить постоянно на ПМЖ в селе, но можно каким-то образом его развивать. Поэтому... Надо все-таки не забывать, да? Да, и не забывать тоже. И я буду искренне рад, если кто-то из них вернется в свое село и постарается открыть какое-то предприятие, какое-то дело, чтобы предоставить в первую очередь рабочие места, либо создать какую-то инфраструктуру, которая будет полезна для
жителей этого села. Вот насчет рабочих мест. Вот как вы считаете, вот если ты творческий, талантливый человек, если не уезжать за границу, оставаться у нас, неужели обязательно ждать от кого-то, чтобы предоставили работу? У нас много талантливых ребят, которые могут, наверное, и сами как-то себе организовать работу, создавать рабочие места, писать те же проекты. Как вы считаете, вот нужно ли это? Вот к этому стремиться хотя бы или говорить хотя бы об этом? Не просто захотел, уехал и пусть что будет. Дима. Ко мне? Хорошо. Ну, здесь уже, как правильно Андрей подметил, можно помогать и на расстоянии своей стране. Поэтому не обязательно находиться в своей стране, чтобы развиваться. Можно уехать и уже оттуда помогать своей родной стране. Людмила, вот если бы у вас была возможность что-то сделать в своем селе, какое-то дело открыть, что бы вы сделали? Вот как вы думаете? Вот просто так, поразмышлять. Что бы вы такое открыли, чтобы привлекать других ребят, чтобы они вместе с вами сотрудничали, работали, предоставляли места другим ребятам, как-то все объединяться и развиваться у нас на месте, не обязательно уезжать. Я тоже считаю, что у нас достаточно возможностей для того, чтобы как-то развиваться. Вот, к примеру, у меня есть одноклассники, которые сами создали свою музыкальную группу, самостоятельно научились играть на определенных музыкальных инструментах. И сейчас у нас есть в селе 3 музыкальных группы, которые всегда выступают на различных концертах и так далее. И я хочу сказать то, что на самом деле возможности можно найти, было бы желание. Я думаю, что их вообще везде можно найти. Что бы я сделала? Я думаю, что, вероятнее всего, я бы открыла какое-то предприятие у нас в Кангазе, где было бы очень много рабочих мест, потому что есть очень много моих знакомых ребят, которым уже есть 18, они просто-напросто не знают, куда идти работать. И мне кажется, это основная проблема, почему вот молодежь уезжает из сел в Не города. знаю, где работать, да? Может, Да. вас кто-то услышит, и у вас у кого-то возникнет идея когда-нибудь через пару лет что-то создать. Это тоже какой-то толчок, думаю, выдает. А как вы считаете, что необходимо, какие условия необходимы у нас для молодежи, чтобы они оставались в селах, в городах, чтобы не уезжали? Что нужно для этого делать? Ну, я для начала хотел бы уточнить насчет того, что когда молодые люди не знают, где им работать, ну, если посмотреть на это честно с одной стороны, то это где-то и проблема молодых людей, потому что есть такие молодые люди, которые говорят, типа, я вот не знаю, где мне работать, но он даже не пытался искать какие-либо варианты, да. Потому что у нас, к сожалению, многие молодые люди нацелены на то, чтобы пойти работать на кого-то, но они не думают, как начать свое дело. То есть они смотрят, ага, так, у меня в селе, допустим, в условном Джолтае, да, нет каких-то рабочих мест, все, значит, мне работать негде, тут работы нету. Но на сегодняшний день это век научно-технического прогресса, когда есть много рабочих мест на удаленке, как это так сейчас принято модно называть. То есть это и в IT-сфере, это и какие-то работы на заказ дистанционно и так далее, и так далее. И этот год, кстати, очень хорошо подтолкнул к развитию дистанционного, скажем так, дистанционного трудоустройства. Вот. Я могу привести свой пример. Мой один из первых, скажем так, заработков, это была работа исключительно на себя, это была работа дистанционно, то есть все в режиме онлайн, мне не требовалось куда-то идти на работу, от кого-то зависеть и так далее. То есть если у человека, скажем так, голова на плечах, грубо говоря, то он найдет, чем себя заниматься. Главное, чтобы он знал, чем он хочет заниматься. Потому что одно дело, когда молодой человек вот знает, чем он хочет заниматься, вот это дело ему нравится, он в поисках именно вот этой сферы. А другое дело, когда человек даже не знает, чем ему заниматься, и потом говорит, у меня нет работы. Ну подожди, ты вначале определись, чем ты вообще в принципе хотел бы заниматься, а потом говори тем, что отсутствует работа. Ребят, как вы думаете, какие условия необходимы для того, чтобы молодежь не уезжала? Можно мне еще добавить к этому вопросу, а разве для того, чтобы найти себя в какой-то профессии, не нужно ли иметь большой спектр выбора этих профессий, чтобы себя как-то реализовать? То есть это Вот кто-то я вам должен задаю предоставлять? Ну, смотрите, все зависит от специфики профессии. И если это, опять же, профессии какие-то онлайн, то ты можешь, условно говоря, работать у себя дома. Главное, чтобы у тебя был доступ к интернету и устройство.
А если же мы говорим о профессиях каких-то, скажем так, стационарных, да, то тут уже все зависит, конечно, от спектра. Потому что если я в селе, я не смогу работать там, например, свадебным организатором или аниматором и так далее, и так далее. То есть как бы все зависит от населенного пункта. Но если этот город крупнее, сам населенный пункт, то там, естественно, выбора больше, и именно из этого многие молодые люди переезжают. Потому что, допустим, я хочу стать там физиком-ядерщиком, но как бы в Молдове эта сфера не развита, это отрасль. И мне приходится переезжать, допустим, условно говоря, в Россию или в какие-то другие страны, чтобы развиваться именно в этой сфере. Потому что, да, опять же, все зависит от того, что выбрал молодой человек. То есть проблема то, что у нас нету каких-то современных, может, специальностей. Да? Если бы что-то было бы современное, что-то новое, вот не приходилось бы уезжать, да? То есть для тебя нужно, чтобы ты остался у себя на родине, нужно образование хорошее получить, различные специальности. Это, да? конечно, все, да, но получается, страна вынуждает человека работать по профессии, которая ему не нравится. Так? Да, я согласен, потому что, как часто бывает у нас даже, я смотрю по нашему университету Камрадскому, люди от безнадежности и не такого широкого спектра, а где-то от самой неопределенности себя, что они хотят. Но они идут там, на условно говоря, экономический, да, как бы не в обиду экономистам, просто идут, ну, потому что все пошли, я туда пойду, а куда мне еще поступать? Вот так они и рассуждают. И потом они вынуждены работать иногда даже не по своей специальности, и это, скажем так, не самая высококвалифицированная работа. Но есть другая проблема молодых людей, они часто смотрят на зарплату, типа говорят, я вот даже недавно беседовал со своими учениками, и они говорят, вот если пойти работать там на стройку или дальнобойщиком, там много зарабатывают. Я говорю, хорошо, ты туда пойдешь, ты будешь туда много зарабатывать, но будет ли нравиться тебе эта работа, и будешь ли ты действительно себя чувствовать счастливым, неудовлетворенным? То есть в перспективе, да, чем удовлетворение то есть, к от сожалению, работы это и нашей проблема молодежи. молодых людей, что они думают, вот в первую очередь, где зарплата большая. И наше население Молдовы, к сожалению, в последние годы готово активно уезжать за границу, допустим, в ту же Германию или Польшу, работать там на самой низкоквалифицированной работе, куда не идут местное население, вот. Но зато они получают. И вот, к сожалению, вот этот вот такой менталитет работать ради зарплаты, он и привел к тому, что у нас в стране вот такая вот ситуация с трудоустройством. У нас в студии приглашенный эксперт, напомню, Вера Гарчу, специалист по внешним связям и туризму в муниципе Камрад. Вот она сегодня расскажет свое мнение, с чем согласны, вот, каковы причины того, что молодежь уезжает из сел в города или вообще за границу? Добрый день. Наверное, я могу сказать про город Камрад, почему такое происходит, потому что, во-первых, некоторые дети, молодежь, студенты думают, что в городе больше перспективы, больше престижа, статус, поэтому они сюда переезжают. В основном это у нас для того, чтобы получить образование. Это у нас и колледж, больше возможностей, у нас и колледж, и университет. У нас специализированные курсы есть, кружки и тому подобное. Значит, можно сказать, что по статистике около 70-80% у нас являются иногородние студенты. Из разговора я поняла, что в основном у нашей молодежи, наверное, нет желания и нет инициативы оставаться здесь. На самом деле это очень плохо, потому что мне сразу хочется привести примеры некоторых наших сел или наших деятелей молодых, которые работают в селе. Скажем так, первое это у нас село Чешмикёй и Дмитрий Янул. Это очень хороший пример того, как работать в своем селе и его развивать. И второе село, это у нас, конечно же, примар Дизгинжа. Наверное, глядя на них, наша молодежь должна подумать о том, что если они выезжают за пределы своего села, пусть они подумают о том, что они оставляют сзади себя, потому что такая миграция, это приводит к тому, что наши села просто вымирают. Я считаю, что инициатива молодежи должна быть такой, чтобы быть полезным обществу,
Это очень важно, потому что только наша молодежь, которая сейчас очень современная, она умеет пользоваться гаджетами. Даже IT-профессионалы могут сидеть, работать в любом селе и поднимать свое село. Самое главное это в том, что наша молодежь должна подумать о том, что они должны быть занятыми. В плане того, что они должны искать себе такую работу, которая была бы им интересна, не выезжая за пределы своего населенного Сегодня пункта. Дима говорил, что нету таких каких-то специальностей, чтобы учиться, или может и работы, которые не удовлетворяют. Вот что делают местные органы власти, возможно, для того, чтобы привлекать молодежь, не уезжать? Что делается у нас? Смотрите, за последние года у нас появились новые специальности в университете и в колледже. Это у нас туризм, это одно из самых, скажем так, современных специальностей, да, который дает возможности на самом деле возвращаться в свои села и продвигать свое село и развивать. На самом деле, будучи, скажем так, у меня был опыт работы со студентами этой специальности, и мне, конечно же, хотелось их мотивировать возвращаться в села, потому что через их возврат мы можем развивать наши села. Что касается Камрата, это город, который всегда привлекал молодежь. Это, конечно же, перспективы в плане и работы, и учебы. И многие говорили о том, что кто-то должен молодежи. Мы должны знать, что у молодежи, да, есть свои права, но еще и есть и обязанности, о которых они тоже должны подумать. К примеру, миграция, наверное, в нашем городе, наверное, это и была причина того, что, да, город развивается, но и все делается для того, чтобы местным жителям было хорошо. И, конечно же, и молодежи. Но у нас был такой пример, когда у ДК собирается молодежь, которая проводит свой досуг вечером и после себя оставляет мусор. То есть это тоже большая проблема. Да, досуг это плохо, что нет, скажем, досуга по интересам, но молодежь должна еще и чувствовать свою ответственность. Но молодежь уезжает или есть какой-то процент, который ищут здесь работу, наверное, вот благоустраиваются здесь? Вот есть какая-то статистика? Больше оттока молодежи или при приезде молодежи к нам? У нас есть и такая молодежь, которая состоит в агентстве занятости населения. Скажем, что официально такая статистика за 2019 год это около 300 человек, за 2020 год это у нас получается больше, около 400 человек. То есть это у нас молодежь с 16 до 29. Ну что в основном удерживает молодежь и стимулирует их не уезжать? Какие условия? Что необходимо, что нужно для молодежи, чтобы оставаться у нас? Работа, образование. Я думаю, что самое главное это то, что надо любить свой город, свое село, потому что это самое главное, потому что менталитет, он рождается с самого детства. И надо воспитывать так подрастающее поколение, чтобы они любили то, что находится вокруг них. И исходя из этого, они найдут свое место для того, чтобы развиваться здесь. Спасибо большое. Это было мнение нашего эксперта Веры Гарчу. Сейчас я хочу, чтобы наши участники подебатировали на тему, вернее, на утверждение: жизнь за границей лучше, чем на родине. Давайте приведите свои аргументы. Лучше ли оставаться здесь на родине и развиваться, или все же лучше уехать и развиваться в другой стране? Я считаю, что лучше уезжать и оставаться там для того, чтобы развиваться. Хотя, на самом деле, здесь есть две стороны. Я считаю, что действительно лучше в более развитые страны уезжать. Почему? Потому что там, как правило, больше возможностей. То есть, допустим, в Москве там есть различные возможности для детей, чтобы они развивали какие-то свои таланты. Например, это различные кружки, там, гимнастика, музыкальные и так далее. В то время как, допустим, даже в Камрате, мне кажется, гораздо меньше возможностей, чем в той же Москве. Я взяла, то есть, столицу Гагаузии и столицу России. Ну да, согласна, пример немножко не
не такого уровня, но тем не менее, я думаю, что действительно лучше уезжать. То есть для тебя лучше куда-то в Россию, да, в какие-то ближе все-таки язык, чтобы был близкий или... Нет, без какая для тебя разницы. То есть страна? главное, чтобы Главное уехать. главное, чтобы экономическое развитие той страны было гораздо выше, чем той страны, в которой ты находишься. Конечно, можно затронуть тему патриотизма, но я считаю, что патриотизм это нечто такое, что должно развиваться в ребенке вместе с его первыми шагами, вместе с первым словом и так далее. Если это в ребенке не развилось до 12 лет, я думаю, что дальше это уже не будет никоим образом развиваться в нем, потому что, по моему мнению, формирование каких-то взглядов и так далее и тому подобное, конечно, продолжается в подростковом периоде, но тем не менее формируется до определенного возраста. То есть ребенок видит, что родители пришли, допустим, с работы, уставшие и так далее и тому подобное, и видит то, что очень мало возможностей ему также развиваться, он просто выходит там в футбол погонять, хотя, допустим, хотел бы идти на гимнастику. И вот с этой стороны я считаю, что действительно лучше уехать. Как говорить о патриотизме, если сами родители оба на заработках, а ребенок здесь остается с бабушками, дедушками? Ваш аргумент, что лучше оставаться? Да, Или ну как-то развиваться? смотрите, я считаю, что можно остаться в Молдове, можно развиваться, если ты выбираешь то, чем бы ты хотел заниматься, по принципу «хочу, могу, нравится». То есть ты хочешь этим заниматься, ты можешь этим действительно заниматься, и тебе это действительно нравится, то тогда ты найдешь себя и в Молдове. Вот. Как я уже сейчас сказал, век глобализации идет, и никто тебе не мешает, допустим, работать в тех же зарубежных компаниях, будучи удаленным сотрудником. Вот. Также сейчас есть очень много программ типа Erasmus+, и так далее, по которым можно, допустим, ездить на какие-то различные стажировки, будучи студентом, будучи работником на полгода, и тебе никто не мешает ездить по миру, набираться опыта, путешествовать, приезжать обратно. здесь. И жить, да, при этом в Молдове, в Кишиневе, в Камрате даже. Вот, далее я хотел бы немножко такую реплику ответить молодым людям, что где гарантия того, что вы уедете за границу, и там вы обязательно трудоустроитесь. И не стоит также забывать о том, что в той же Москве, куда, вроде хочешь уехать, да, там интересно, таких же, как ты, много, и местных москвичей. И то есть, где гарантия того, что тебе там хватит места, и ты там сможешь закрепиться? Люда, как найти себя в чужой стране, как ты считаешь? Есть ли возможность, легко ли это уехать, быстро все? Может, молодым ребятам кажется, что все так просто, а на самом деле? А где гарантия того, что мы останемся тут, и у нас будет тут тот уровень, к которому мы стремимся? Мне кажется, что лучше выйти из своей зоны комфорта и стремиться к тому, чтобы достичь чего-то, развиваться в какой-то сфере и так далее и тому подобное, чем оставаться тут и просто в своей зоне комфорта, рядом с родителями и так далее и тому подобное, и тем не менее не развиваться. То есть человек может, допустим, уехать в другие страны по обмену, да, он может это сделать, сейчас полно программ и так далее и тому подобное, но, допустим, у нас в селах об этих программах даже не знаю, то есть должно каким-то образом все это информироваться до такой степени, чтобы у людей это уже было обычно, понимаете? То есть если кто-то скажет о том, что вот тот или иной человек поехал, допустим, в Америку по обмену, либо в Турцию по обмену, его просто-напросто не поймут и начнут осуждать типа того, что как родители отпустили его одного, он же такой еще маленький. В общем, приведут множество аргументов, и опять же тут тема менталитета встает. Дима, у тебя есть какие-то аргументы? Есть небольшие добавления по поводу того, что если мы говорим о перспективах именно в страну, то есть за границу, то мы должны поговорить об уровне жизни. А уровень жизни в других странах намного выше, чем у нас. Также мы должны поговорить о рабочих местах, которые выше также за границей. И о перспективе профессии. Опять же, вернусь к тому, о чем говорил с самого начала. Да. Смотрите, окей, я могу ответить. Во-первых, по поводу типа неинформированности. Если человек не проинформирован, это его проблемы. То есть я, например, всю информацию, которую узнавал, допустим, о каких-либо возможностях, я ее узнавал сам. Мне никто не говорил, мне никто не указывал, пальчиком не тыкал. Если человек хочет,
Я считаю, что если на сегодняшний день молодой человек не умеет пользоваться Гуглом и искать вакансии различные за границей или различные там возможности для молодых людей, это его проблемы. На сегодняшний день есть молодые люди, которые находят, ищут. Если они могут, то что мешает это делать остальным? И это совсем не важно, он живет в Кангазе, он живет в Казакли или он живет в Дизгинже. Я могу привести пример нашего Камрадского университета, где наши ребята учатся, они из сельской местности, но они смогли себя реализовать. И кто хочет, действительно ходит и интересуется, он находит информацию. Далее, по поводу рабочих мест. Да, они есть, но опять же, где гарантия, что именно тебя туда возьмут, а не возьмут, допустим, местного россиянина или местного британца. То есть я тоже могу сказать, если я, допустим, спортсмен, что где-то есть команды лучше, но где гарантия, что меня туда возьмут. Поэтому я считаю, что молодой человек должен в первую очередь подумать, а смог бы я реализовать себя у себя на родине, чисто теоретически, и потом уже подумать о чем-то большем. То есть оброс ли я вот этим вот позвоночником, скелетом, чтобы идти куда-то дальше, где нагрузка больше. Если молодой человек не способен вообще даже попытаться найти работу у себя дома, то у меня большие сомнения, сможет ли он найти работу в условной Москве или в условной Великобритании. Спасибо большое, к сожалению. Да, кстати. Вот именно. Хотелось бы еще добавить насчет того, что человек должен выходить из зоны своего комфорта. Если у него будет такой тип мышления, как у вас, то тогда он не будет развиваться. То есть я не говорю о том, что у него не будет развития. Он будет развиваться, дойдет до определенного уровня развития, и все. Он застынет на этом уровне. И дальше он развиваться не сможет. Потому что он, если будет находиться в зоне комфорта, опять же, буду повторяться, он не сможет развиваться дальше. А если он будет выходить из предела своего комфорта... То есть молодежь уезжает за границу для того, чтобы выходить... Да, они амбициозные, да? Перспективные, импульсивные. Еще повторю, что в начале репортажа мы говорили, вот вы заметили, молодежь, которая помладше, они желание уехать, те постарше, которые побывали уже в чужом городе, у них как-то уже есть стремление... Можно добавить, пожалуйста, да. в этот моменте? Вы сказали, вдруг он подумает о том, что я не смогу. А кто ему сказал, что он не сможет? Ведь если он не попробует, он не узнает, сможет он или не сможет. А там он, возможно, обретет этот позвоночник, о котором вы говорите, приедет, а потом, если что-то не получится, он вполне сможет вернуться обратно, как я считаю. Он закалит свой характер, да. Окей, хорошо. Я бы, во-первых, хотел узнать, что для вас зона комфорта. И если вы называете остаться в Молдове, быть в своей зоне комфорта, то это противоречивое суждение, потому что если мы сейчас, допустим, условно говоря, с вами попробуем переехать в Кишинев и попробуем там трудоустроиться, вроде в своей стране, да, поверьте, будет не так все просто. Я учился в одно время за границей, мне тоже казалось, что вот там я смогу продвигаться дальше, развиваться, но после определенного периода я лично понял, что нигде не хорошо, как у себя дома. И реально зачем себя пытаться напрягать, где-то там мучаться, если ты можешь у себя дома, если ты знаешь, что дома, но не всегда мучаться. Все опять же зависит от того, какой путь ты выбираешь. Но если я знаю, что мне дома у себя будет легче, я смогу тут найти работу, у меня тут есть определенные какие-то рычаги, какие-то возможности. Зачем это все бросаться и сломя голову куда-то ехать, и при этом ты сам не знаешь, куда ты едешь. Другое дело, когда молодой человек едет в условную там Великобританию поступать, да, он знает, чем он будет заниматься, у него есть какие-то определенные планы, амбиции, он знает, что ему надо расти дальше, тогда да, тогда уважаю таких молодых людей, и в этом большой плюс. Но, как показывает статистика, много ли вы знаете успешных молодых людей из Гагаузии, которые себя реализовали за границей и которые стали довольно известны? Я лично таких знаю, единицы две, потому что многие наши люди уезжают за границу, думают, что вот там мы сможем сейчас прорваться. А в итоге получается, что высококвалифицированную работу им не дадут, они остаются на каком-то уровне офисных клерков, зато потом они гордятся, вот мы работаем в Москве. Но потом смотришь, этот же человек мог себя тут, в Молдове, реализовать больше, чем остаться там где-то на одном уровне. И локальное место, куда ты переехал, еще не означает твой карьерный рост и то, что ты вышел из зоны комфорта.
Мне хотелось бы еще сказать, По-моему, у нас время. какие рычаги и возможности, о каких рычагах и возможностях вы говорите. И мы еще не можем судить по принципу большинства. Да, это во-первых. А еще хотелось бы добавить то, что вы сами сказали о том, что вот вы были за границей и так далее и тому подобное. То есть вы уже на своем опыте узнали, каково это. Я считаю, что у каждого человека должен быть выбор, и каждый человек должен прийти к этому самостоятельно. При этом не говоря о том, что вот все должны оставаться здесь, потому что мы патриоты и так далее и тому подобное. Каждый человек сам должен решать, патриот он, либо не патриот, хочет он ехать, либо не хочет он ехать. И по моему мнению, то, что большинство выберет скорее тот вариант, Я считаю, что тема патриотизма тут вообще неуместна, потому что патриот — это человек, который в первую очередь, я считаю, заботится о своей семье, о своих близких, о своем окружении и о месте, где он живет. Неважно, это Германия, это Швеция или это село Кангас. Далее, по поводу рычагов и так далее. Ну, все мы знаем, что в нашей стране, если ты куда-то трудоустроишься, тебе в любом случае иногда нужны связи. И в этом на самом деле нет ничего плохого, если ты, как молодой человек, вот в возрасте, допустим, условно говоря, 16-25 лет, ты получаешь какие-то определенные знакомства, какие-то рекомендации, которые потом тебе могут трудоустроиться. И не стоит это путать с кумытризмом, где ты вот просто не профессионал, но тебя устраивают на эту работу, потому что ты там чей-то двоюродный брат. Нет, но если ты имеешь какие-то определенные связи, знакомства, могут сказать: вот Дима хороший парень, давайте-ка мы его возьмем на работу, потому что я его знаю, он себя показал и так далее, и так далее. И в этом нет ничего плохого, и как есть такое выражение, что дома и стены помогают, поэтому в этом нет ничего зазорного. К сожалению, время у нас ограничено. Тема миграции — это очень актуальная тема по всему миру, и об этом можно, наверное, бесконечно спорить. Спасибо вам большое за ваше мнение, было очень приятно слушать и ваши аргументы. Надеюсь, и нашим телезрителям, и молодым ребятам тоже было приятно и полезно услышать ваше мнение. Напомню вам, что это были молодежные дебаты, тема нашей сегодняшней программы «Из села в город. Миграция молодежи». И участники наши: Людмила Кристева, ученица 11 класса Молодо-Турецкого лицея имени Сулеймана Демиреля, Дмитрий Гораба, ученик 12 класса лицея имени Дмитрия Карачабана, и Андрей Щебель, студент Камрадского государственного университета, а также наш эксперт Вера Гарчу, специалист по внешним связям и туризму муниципия Камрад. С вами была ведущая Елена Янаки. Это были молодежные дебаты. До встречи в следующем эфире.